Как здорово. Русик, ты чё, как? Я как бы смотрю, как бы тоже лысею, нормально. Старею, блядь, лысею. Про этого пишешь, надо будет как-то поболтать. Да не вопрос. Телефон запишешь мой? Ну, сейчас на паузу нажму. Исполнительной власти и органов внутренних дел. Организаторы надеются на ваше понимание. С праздником! Саша! Слово Только что он сказал, что плакаты, не относящиеся к митингу, надо убрать, а то будет всех арестовывать. Людмиле Ивановне. Добрый день, уважаемые сыктывкарцы, уважаемые труженики. Сегодня мы вышли под основным лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Приветствуем всех тружеников, всех сфер деятельности, студентов, ветеранов труда, представителей общественных организаций. Разрешите от всей души поздравить вас с праздником 1 мая. Предлагаю митинг профсоюзов считать открытым. Сегодня, пожалуй, впервые за многие годы мы собрались таким огромным сообществом. Нам хотелось бы сохранить ощущение праздника, хотя лозунги и требования подчас довольно жесткие. Это не формальное противостояние, а защита насущных прав и интересов всего населения республики, которые иногда не выполняются. Мы уверены, что в России должна строиться справедливая экономика в интересах человека труда. Но это далеко не так. В стране установлен капиталистический строй. А это означает, что действует власть капитала. Либеральное крыло российского правительства с упорством работает на исполнение требований МВФ. К примеру, как результат, пенсионная реформа, с которой мы не согласны и будем продолжать требовать от власти вернуть возрастной уровень выхода на пенсию 50-55 в районах Крайнего Севера и приравненных местностей. Продолжается планомерное уничтожение социальных гарантий государства в нарушение Конституции Российской Федерации. Так в стране принимаются законы, ухудшающие социально-экономическое положение населения. Фактически за прошлый год и начало этого года на плечи россиян тяжелым бременем легли экономические подарки от правительства России. Это изменения по повышению НДС, тарифов ЖКХ, электро- и теплоэнергетики, акцизы на бензин, мусор, капремонт, транспортный налог, налог на имущество. Устанешь перечислять. И у нас теперь платная медицина. Одна стоматология чего стоит? Платное образование. Спорт для детей и взрослых платный. На протяжении многих лет профсоюзы требуют провести изменения налоговой политики. Это и есть социальная справедливость.
Уже давно назрела необходимость вводить прогрессивную шкалу налогообложения, в том числе освобождение от налогообложения заработных плат трудящихся, если их размер ниже 2 прожиточных минимумов. Введение налога на роскошь, увеличение налога на дивиденды от акций госкорпораций и всех корпораций других видов. Размеры и темпы роста заработной платы наемных работников несоизмеримым с ростом доходов сектора Российской Федерации. За чертой бедности по Росстатистике находится более 12 миллионов человек. Если же приложить к этому европейские стандарты, то за уровнем бедности останутся 46% населения. Мы требуем от Министерства труда России, чтобы в конце